Как в республике ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков? Стоит ли перед ведомством кадровый вопрос и насколько успешны меры профилактики наркомании среди молодежи? На эти важные темы будем говорить со Стамуром Пачаля, начальником управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии. Здравствуйте, Астамур. Здравствуйте. Итак, очень важная тема больная, можно так сказать, которая носит глобальный характер. Это касается, к сожалению, не только нашей страны, но и все страны подвержены этому недугу. Но, тем не менее, государство всегда ведет борьбу с этим злом. И скажите, какая работа сегодня по борьбе с наркоманией проводится в республике и в каких направлениях ведется эта работа? Главной целью проводимых мероприятий сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков это установление организаторов наркобизнеса, пресечение их деятельности, привлечение к уголовной ответственности и по возможности максимально оградить общество от наркотиков, общество от всего пагубного последствия этого. Скажите, а вот в каких направлениях ведется вот такая работа? Там наверняка идет какая-то аналитическая работа, да, оперативная работа. Может быть, еще какие-то направления, о которых вы могли бы рассказать? Основное направление, как известно, наркотики, честно говоря, плохих, хороших не бывает. Наркотик — это зло в первую очередь, но есть тяжелые наркотики, есть так называемые легкие наркотики. Это в основном растительные наркотики, считаются легкими. А тяжелыми называют это синтетика. Синтетические наркотики, которые производят в лабораториях, которые можно, соединив несколько компонентов, произвести этот вид наркотиков и потом уже впоследствии перевести на территорию Республики Абхазия. И мы, соответственно, по этим направлениям постоянно ведем работу. Кроме того, если касаемо статистики, постоянно отслеживаем процессы, насколько увеличилась, уменьшилась статистика, сколько уголовных дел, сколько изъято. То есть все мы это постоянно анализируем, чтобы понять процессы, происходящие в стране. И какие тенденции наблюдаются, согласно вашим данным? Увеличивается ли число преступлений, связанных с наркотиком, или наоборот? И какие факторы здесь играют роль? Факторов много, к сожалению. Сказать, что увеличиваться, наверное, это не так. Последний самый такой большой пик был за последние 5 лет, это 2022 год, где к концу года по статистике 255 преступлений связано с незаконным оборотом наркотиков. После этого тенденция пошла на снижение. Например, в 2023 году это 211 преступлений, в 2024 году это 183 преступления. Сегодня на текущий момент это 59 преступлений. Это за полгода. Это за полгода, да, за полгода. Но это, к сожалению, не говорит о том, что ситуация в целом улучшается. Об этом речи нету. На самом деле ситуация остается критическим. То есть в обществе... Прямо критическая. Да, к сожалению, это правда. Как бы мне не хотелось говорить обратное, но это так. То есть очень много людей вовлечены в это, очень много граждан употребляют, начиная от легких наркотиков до тяжелых. Скажите, а какой возрастной диапазон? Возрастной диапазон впервые, скорее всего, дети пробуют. Это старшие классы, это 10-11 класс. Сейчас не скажу, что это очень большое количество людей, но буквально недавно к нам поступила информация. Одна из родительниц к классам пожаловалась, что дети употребили психотропный препарат. Он в Абхазии в свободной продаже ее нету, но это аптечное лекарство,
сейчас называть даже не хочу, потому что, чтобы об этом меньше знали дети, но это аптечное лекарство. И какой-то из одноклассников принес детям, и они употребили ее. То есть вот такие моменты есть. Впервые это, получается, старшие классы, 10-11 класс. Но, к сожалению, мы же знаем, что употребив один раз, дети могут употребить и второй, и третий. То есть вот так и происходит в школьное время. А так, в основном, такие уже хронические наркоманы, так называемые, это уже от 22 и старше лет. Скажите, пожалуйста, вот какого рода преступления, ну, скажем так, на почве, да, вот распространение там наркотиков, употребление, какого рода, за какого рода преступления вы привлекаете к ответственности людей, ну, связанных с этой проблемой? Управление, которым я руковожу, мы в основном занимаемся именно борьбой с ввозом наркотиков на территорию Республики Абхазия и распространением. Мы, честно говоря, учитывая то, что количество сотрудников слишком мало, чтобы вести профилактику, мы, к сожалению, не занимаемся профилактикой. Просто по количеству у нас очень мало, у нас 15 человек на всю страну, и нам приходится только заниматься пресечением деятельности именно торговли наркотиков. То есть это связано именно со сбытом и ввозом. Вот такое количество. А так, например, за текущий период именно тяжких преступлений мы раскрыли уже на сегодняшний день 24 преступления. Это именно связано со сбытом наркотиков. И 12 преступлений это связаны со ввозом. Они тоже тяжкие, но мы их разграничиваем, чтобы понимать вообще суть. Вы сказали, что все-таки с 22 года какое-то снижение наблюдается. Идет, да. Вот скажите, что повлияло? И насколько, вот вы сказали, все равно картина нехорошая, критическая, сказали. Но что все-таки повлияло на вот снижение показателей? Ну, в первую очередь, я предполагаю, что вот на, скажем так, вот я работаю с 2020 года в наркоконтроле Министерства внутренних дел, и могу сказать, что вот в начале, когда я начинал работать, в Абхазии одновременно на территории Республики Абхазия работало больше 15 наркоканалов. В Абхазии только, такой маленькой стране. Вот. Но на данный момент постоянно действующих 3-4 наркоканала. То есть количество их снизилось, потому что многих из них, в том числе и организаторов, мы привлекли к ответственности как на территории Республики Абхазия, так и на территории Российской Федерации. То есть взаимодействуя с нашими коллегами. Вот. Даже недавно, вот, если вы обращали внимание, по абхазскому телевидению мы дали репортаж о том, что на территории Российской Федерации, взаимодействуя с коллегами, мы привлекли к ответственности именно организатора, который действовал на территории Республики Абхазия более 10 лет. Вот. Мы смогли его привлечь к ответственности. Вот такие моменты как бы помогают нам снизить количество преступлений за счет того, что просто их уменьшается. А повлияло ли, скажем так, вот ужесточение законодательства, ужесточение санкций за такие преступления? К сожалению, сказать, что серьезно повлияло, я не могу. Потому что в большинстве своем это они граждане Российской Федерации. И законы наши они не знают. То есть насколько у нас жестокие законы, насколько строгие, суровые, они просто не знают. Может, пока не успели узнать? Да, они узнают только, когда уже на них наденут наручники. Мы им объясняем, ну как вы могли, вы же понимаете, что здесь вплоть до пожизненного ареста у вас может быть. Но они об этом не знали, само собой. Но от этого их вина не уменьшается, и, само собой, они несут ответственность. Действительно, часто мы видим, что привлекают к уголовной ответственности в поле зрения, скажем так, правоохранительных органов, часто попадают граждане России, люди, которые здесь не проживают, вот именно, да, те, которые здесь занимаются распространением наркотиков.
Но в последнее время, ну, по моим ощущениям, иногда попадают и, скажем так, жители Средней Азии, которые здесь находятся на работе или, может, приезжают под предлогом работы. Как вот с этой стороны обстоят дела? Есть ли такая тенденция или просто это были разовые какие-то вещи? Нет, сейчас вот данный, уже больше 2 лет количество снизилось именно со Средней Азии, с гражданами Таджикистана, Узбекистана. То есть сейчас количество их уменьшилось на самом деле. Мы за этот период задержали, наверное, несколько человек только. Но ранее, вот 22-й год, 23-й год, их было очень много. То есть мы даже не успевали одновременно работать. То есть могло так быть, что одновременно появлялось в нескольких районах Абхазии закладчиков с наркотиками. Они порой даже и ходили под камерами видеонаблюдения, ложили наркотик, настолько им было все равно. И мы не успевали за ними ездить и отлавливать их. Вот такой пик был серьезный. Но сейчас, слава богу, они уменьшились, сейчас их очень мало стало. Наверное, они попали вот под те закрытые каналы, Да. о которых вы говорили. Вот, кстати, что такое канал? Я так понимаю, что это какой-то путь, через который, допустим, мы вот так это называем, запрещенное вещество да, сюда приходит в республику. Ну, например, доставляется. существует канал, например, он очень долго существует, например, с Санкт-Петербурга более 10 лет поступают наркотики. То есть я не знаю, почему именно с этого города, что именно в этом городе такого, что именно оттуда сюда поступает очень много. То есть мы ее выделяем как отдельный канал. Само собой, они это все в тайне делают, скрыв от глаз всех структур, которые находятся на территории приграничных зон. Само собой, они ее прячут и так далее, и так далее. Но сам факт того, что этот существует как канал, мы как единицу считаем. Мы задержав, мы понимаем, что оно поступило с территории Российской Федерации и попало к нам в Абхазию. И вот так мы выделяем ее как отдельным каналом. То есть так несколько точек, откуда идет к нам в республику. Это Краснодарский край, это Ставрополь, это Москва, то есть вот так. Ранее с Азербайджана были поставки очень много, но мы в прошлом году несколько каналов одновременно смогли закрыть, и поставки оттуда прекратились. Сейчас распространяются в основном, скажем так, больше распространения получают все-таки химические наркотики, или вот те, о чем вы говорили, растительного происхождения? Нет, самое большое распространение имеет именно синтетика, химические препараты. Это очень тяжелые наркотики, к которым очень легко пристраститься, и потому у нас, кстати, очень много наркоманов, потому что привыкаемость практически автоматическая. 100% с первого раза получается, да? Вот такая ситуация. Могли бы вы рассказать, наблюдали ли вы за кем-либо, кто, скажем, как-то, может быть, как-то подавал надежды так с человеческой стороны, да, но вот именно это пагубное пристрастие, да, его Конечно, очень погубило. много таких, кого мы знали как очень примерных людей, которые в школе хорошо учились, всегда были Вот примерными очень обидно, когда людьми, такие, да. И обидно, когда они впоследствии все бросают, и учебу, и семью, и начинают заниматься вот таким злом, что они настолько деградируют, что уже понимают, что это человек потерянный для общества, для семьи, для своих же детей. Таких очень много, к сожалению. Я так понимаю, что здесь у нас на территории Абхазии борьба ведется уже, скажем так, на конечном этапе, а весь корень зла находится извне. То есть здесь внутри никто, ни лаборатории, ни изготовления, ни каких-то там пунктов, где это все собирается, распространяется, такого нет? Нет. То есть они все поодиночке проникают по этим каналам и... Слава богу, на территории Абхазии, но это я могу с полной ответственностью сказать, что на территории Абхазии нету лабораторий, это однозначно. На территории Абхазии есть организаторы, такие тоже, но все это происходит дистанционно, то есть он напрямую не связан с так называемыми закладчиками или так называемыми курьерами, то есть это все проходит через
интернет-соединения, через IT-технологии современные, которые, ну, там, мессенджеры существуют, вы знаете, которые, в принципе, в наших условиях и взломать тяжело. То есть вот такими методами. И в большинство, конечно же, все организаторы находятся за пределами Республики Абхазия. Сейчас, я думаю, будет некорректно именно страну называть, но, к сожалению, 90% это вот так происходит. И, конечно же, нам очень тяжело бороться одновременно, понимая, что мы не знаем, где так называемая голова находится. И нам очень тяжело, да. Порою, я ранее говорил о том, что мы организаторов ловим. Это тот случай, когда конечный вот именно закладчик знает своего руководителя, и нам в таком случае даже, я могу сказать, что повезло. Он начинает говорить о нем, то есть мы уже по линии Генеральной прокуратуры объявляем людей в розыск на территории Российской Федерации, и уже там он несет ответственность. Таких случаев у нас немало, то есть в этом плане, слава богу, взаимодействие с каждым годом улучшается, и только... Ну, насколько мы понимаем, ну, по крайней мере, вот такое впечатление там на основании там каких-то фильмов и прочее, что обычно рядовые вот эти вот распространители, они не знают своих шефов, скажем так. В основном, да, не знают. Вот буквально в этом месяце мы задержали 2 закладчиков, изъяли из оборота больше 200 граммов наркотиков, но ни один из них не знал никого, посредников даже не знали. То есть они те же наркотики поднимают путем тайных закладок, перевозят границу и сами же кладут тайными закладками. Вот вы сказали о том, что там используют мессенджеры для того, чтобы вот какая-то вот сеть здесь была уже внутри в республике именно распространения. Это же, наверное, ну, не всегда легко вычислить. И вообще вот человек приходит, ну, как он попадает в поле зрения, как вы ведете такую оперативную работу, что вы их вообще, в принципе, находите. И как вы думаете, много ли таких, скажем так, людей все-таки не попадают в поле зрения правоохранителей? Совсем не попасть в поле зрения невозможно. То есть рано или поздно любой человек ошибается. И в тот момент профессиональные сотрудники именно в этой области, они должны этот момент поймать. То есть ошибку того же организатора. То есть все зависит от уровня подготовки, от уровня профессионализма сотрудников. И такого не бывает, чтобы он просто не попал в поле зрения. Мы же не просто, мы отслеживаем все возможное, то есть вплоть до куда уходят деньги, наличность, которая передается. То есть это все мы технически отслеживаем, проверяем. Итог в любом случае рано или поздно он попадет в поле зрения сотрудника. То есть, если, допустим, ему один раз повезло, то... Один раз может повезти, да. Второй раз повезти, но третий раз он все равно попадет в поле зрения. Ну, и как раз... Слава богу, страна... ну, может, не слава богу, но сторона маленькая. То есть так или иначе, кто-то да заметит, кто-то да услышит, в любом случае сообщат. То есть, слава богу, в этом плане наш народ в последнее время очень стал правильно реагировать на это. То есть своевременно бывали случаи, когда нас просто граждане уведомляли, вот сейчас, здесь и сейчас вы приедете, вы поймаете закладчика. То есть настолько... Это правильно, на самом деле. Да, и я считаю, что в этом плане они молодцы, так и надо реагировать, иначе с этой проблемой так легко и просто не решить эту проблему. Вы сказали, что 15 человек занимаются вот этой работой, оперативной, анализом, отслеживанием, анализом, там, распутыванием, скажем так, нитей, путей там, одного или того там, наркокурьера или кто там еще обычно с профессиональным, скажем так, лексикой не совсем в ладу. Но, тем не менее, насколько справляются вот с такой огромной проблемой, все-таки это очень серьезная работа, 15 человек,
какие-то специалисты, оперативники, наверняка нужны какие-то и айтишники, раз они занимаются с мессенджерами, да? Конечно. Какого-то рода еще специалисты. Вот расскажите об этой проблеме, об этом вопросе, скажем так, да, кадровом. Ну, к сожалению, могу сказать, что то количество, которое сегодня задействовано в борьбе с наркопреступлениями, недостаточно. Сегодня надо увеличивать штаты 100%, как минимум. И в этом плане сейчас ведутся определенные работы. Есть надежда, что нам увеличат штаты. Что касается IT-технологий и все, что используется в современном мире, конечно, у нас есть нехватка таких специалистов, но мы учимся, мы постоянно развиваемся, находим способы, как все это обучить. То есть в том числе и в Российской Федерации сегодня учатся много молодежи, которые именно в этой сфере. То есть все идет в ногу со временем. То есть это по запросу они, да. Простите, по запросу они именно, да, и в том числе и по нашему запросу, конечно. По направлениям, да? Да, вот. по направлениям, то есть постоянно, в каждый год мы отправляем молодежь нашу, они помимо получения высшего образования, они еще на повышение квалификации ездят каждый год, то есть в основном все ездят. В этом плане я могу сказать, что проблем нет. И хотелось бы еще подробнее, чтобы вы остановились на взаимодействии с российскими коллегами. Вы уже говорили о том, что обращаетесь по мере необходимости, получаете поддержку, людей, там, преступников, скажем так, задерживают. Но вот как строится взаимодействие, насколько оно тесное, и как бы вы хотели, возможно, еще какие-то, не знаю, еще какие-то способы для взаимодействия, какие выгодные для себя, для нашей страны применять? Могу сказать, что взаимодействие сегодня на данном этапе очень на хорошем уровне. Конечно, есть ограничения, которые именно в законодательном плане, которые не дают нам с обоих сторон взаимодействовать более тесно, так как все равно мы два разных государства, и есть какие-то бюрократические проволочки, так сказать, барьеры, которые сложно перейти, так как режим секретности никто не отменял, и есть вещи, которые передать очень сложно, своевременно, быстро это все делать, потому что что касается нашей работы, если именно оперативно это не происходит, то впоследствии пропадает именно, так сказать, оперативный интерес пропадает к тому событию, что происходит. То есть надо своевременно все предоставлять. Да. И, конечно же, нужно еще улучшать, но есть много договоров. Мы в рамках координационных совещаний постоянно встречаемся на территории Республики Абхазия, на территории Российской Федерации. Вот последний раз мы встречались в Карачаево-Черкесии, то есть вдоль приграничной территории, так называемой, вот с кем мы граничим. Мы постоянно встречаемся на территории Краснодарского края, то есть взаимодействие на хорошем уровне. Что самое сложное в вашей работе? Я не знаю, все сложно, ничего легкого не бывает. Работа на самом деле очень сложная, тяжелая, и конкретно выделить что-то я не могу. Все сложно. Работа непростая, это работа не связана с какими-то мелкими преступлениями, банальными, бытовыми. Это все на уровне, на высоком уровне все происходит, и порою именно привлечь к ответственности людей, которые занимаются такими видами преступлений. Они не простые люди, и к ним их легко не поймать, одним словом. То есть, чтобы именно зафиксировать преступление, чтобы найти необходимую доказательную базу, чтобы можно было его привлечь к ответственности,
Для этого все мы должны идти на шаг впереди всегда. То есть мы должны интеллектуально быть выше, профессионально быть лучше. То есть вот так вот. Ну, то есть ничего легко нам не дается. Насколько вы считаете важно проводить профилактическую работу среди молодежи, среди школьников? Насколько вы считаете, такая работа сейчас на данный момент проводится? Очень важно проводить профилактическую работу среди молодежи, среди взрослого населения, среди школьников, среди учащихся в вузах. Там, это очень, на самом деле, необходимо. Но нужны специалисты в этой области. Хорошие специалисты в области психологии, это детские психологи, это профессионалы, которые знают, как правильно подойти к ребенку, как правильно ему объяснить. Иначе получится, что я порой смотрю, конкурсы объявляют, я против наркотиков и так далее, и так далее. Для школьника это может быть выглядеть как реклама. Я против этого на самом деле, хотя понимаю, насколько это важно. Но подача информации детям очень важна, именно подача. Как правильно преподнесешь, он так ее и воспримет, потому что он ребенок, он как губка, он не может понять, что от него хотят. Это, понимаете, рисовать картину «я против наркотиков» ребенку, который по сути не должен знать, что такое наркотики. И в этом плане, конечно же, надо очень аккуратно подходить, очень тонко подходить, потому что ребенок — это ребенок. Все. А для тех, кто уже употребил, к ним, конечно, другой подход. Если это ребенок, то есть если это старшие классы, опять-таки, насколько милиционер сможет донести ту информацию до этого школьника. На каком уровне сегодня милиция, авторитет милиции, чтобы человек в форме смог ему объяснить, что это плохо. То есть в этом плане опять-таки нужны другие люди, на мой взгляд, которые это авторитетные люди, уважаемые люди. Это может быть очень важная работа родителей, важная работа окружающего этого ребенка. То есть только так. Спасибо вам большое за интервью. О том, как в республике ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков, стоит ли перед ведомством кадровый вопрос и насколько успешно меры профилактики среди молодежи, мы говорили с начальником управления контроля по обороту наркотиков МВД Абхазии Астамуром Чалия. Да. Спасибо. Спасибо.